Врачи Великой Отечественной войны ежечасно и ежесекундно совершали свои личные маленькие и большие подвиги. Сложнейшие операции в полевых условиях, зачастую под шквальным огнем, без достаточного количества медикаментов, работа без передышки несколько суток подряд. Все это считалось на фронте само собой разумеющимся. Несмотря на опасность, они никогда не опускали руки. В самых экстремальных ситуациях железная воля и выдержка помогала им вытаскивать людей практически с того света, вновь и вновь возвращая бойцов на поля сражений. Одним из таких героев-медиков был известный в республике Коми хирург Иван Иванович Чебанов. Он родился в 1903 году в деревне Беклемищево Орловской губернии. После окончания в 1930-м медицинского факультета Воронежского государственного университета работал врачом в селах Орловской области. В 1934 году приехал в Коми, в село Визинга Сысольского района, где до 1937-го заведовал районной больницей. Здесь он женился. Его жена, Ольга Степановна Попова, работала в этой же больнице врачом. Родилась дочка. В 1937 году Ивана Ивановича перевели в Сыктывкар, в республиканскую больницу врачом-хирургом и травматологом. В декабре 1941 года Сыктывкарским городским военкоматом он был призван на фронт. В это время в городе Котлас начинает формироваться 28-я стрелковая дивизия. Большинство бойцов и командиров прибыли в дивизию из Архангельской и Вологодской областей и Коми АССР. Медико-санитарный батальон дивизии практически полностью был укомплектован медицинскими кадрами из Коми. Хирург Иван Чебанов начал здесь боевой путь в звании военврача 3-го ранга, занимал должность командира операционно-перевязочного взвода, был ведущим хирургом медсанбата. Именно тогда, в декабре 1941-го, Иван Иванович напишет свое первое письмо родным. В нем он говорит об обыденных вещах, просит жену прислать ему шерстяные перчатки и телогрейку, а главное – книгу «Военно-полевая хирургия». 18 декабря 1941 года. Олег, пожалуйста, как-либо сообщи насчет шерстяных перчаток и телогрейки, хотя бы ватной. Закажи в мастерской, это вроде жилетки. Меховую, конечно, не стоит, но хотя бы ватную. И постарайся переслать до 30 декабря. Возможно, самолеты будут в Котласе, узнаешь через РИД, и заодно перешли в военно-полевую хирургию. Жалко, что не взял. Она мне сейчас нужна. Что касается сахара или конфет, то не вздумай посылать свой последний паёк. Вы будете без сахара, и я тоже особенно не заживу. До конца войны придется кое-как тянуть, в смысле чаепитий и еды. Возможно, и лучше будет нам, когда вернемся в часть, в смысле всяких питаний. Пока еще жить можно. Сушки домашние почти все целы, сало и мясо также, масла еще много, сыр и колбасу сегодня доел, булки завтра докончу. Хлеб черный, еще домашний есть. Какао еще дня на 2 хватит. Сегодня в военторге получил 100 грамм масла и 1 пачку папирос, но это, говорят, бывает редко. Ну хорошо. Словом говоря, ничего особенно не страшно, главное не трусить и продолжать работу. Как переменится моя квартира, напишу. А пока папа целует маму с дочками и желает им не скучать и быть всегда здоровыми. За 5 лет военной службы Иван Иванович написал родным более 200 писем, открыток, записок, которые бережно хранились 8 десятилетий в семейном архиве Чебановых. В фронтовых письмах врача нехитрый рассказ о военном быте, о встречах с земляками, беспокойство о семье, горечь долгой разлуки, задушевная беседа с женой и дочками. Бытовые детали повседневной жизни фронтового хирурга проникнуты тоской о доме и близких. Местами это сокровенные признания в любви к жене, которую он нежно называл Олег. Иван Иванович сильно скучал по Ольге Степановне и дочерям, ведь за все время войны он так ни разу и не смог приехать в отпуск. Фронтовые письма – это личное, эмоционально насыщенное свидетельство о войне, портрет человека в нечеловеческих условиях. Тяжелые переходы, ночевки в землянках, нескончаемый поток раненых и убитых, почти круглосуточно сложные операции. Все это оказывает влияние на психологическое и физическое состояние врачей и медсестер. И в письмах к родным прорывается тоска по жене и любимым дочкам. «Олег, милый, и милые дочки, что можно вам сообщить большего? Только бы быть живым».
Будем оба и наши дочки счастливы. Очень хочу скорее приехать к вам. Надоели мне землянки да кусты. Могу сказать одним словом. Хочется скорее вернуться к вам. Надеюсь, это время придет. Ноябрь 1942 года. На Калининском фронте идет масштабная подготовка к Великолукской наступательной операции. Узел сопротивления немецких войск состоял из многочисленных ходов сообщений, убежищ, дзотов и дотов. В несколько рядов были устроены проволочные заграждения. Только 1,5 месяца спустя, 17 января 1943 года, 7000-ный гарнизон немецко-фашистских войск был разгромлен, и город Великие Луки после упорных уличных боев освобожден. В этих условиях ярко проявились навыки Ивана Ивановича как оперирующего хирурга и его организаторские способности. В наградном листе от 6 декабря 1942 года читаем: врач 3-го ранга Чебанов в медсанбате с момента формирования показал себя как хороший специалист-хирург и воспитатель всего своего штата операционного блока. За время боевых действий с 23 ноября 1942 года проявил исключительно высокое мастерство и стойкость по оказанию медицинской помощи раненым бойцам и командирам. В течение 5 суток товарищ Чебанов не выходил из операционной, несмотря на неоднократные указания об отдыхе, и работал до тех пор, пока все раненые, нуждавшиеся в операционном вмешательстве, не были обработаны. Кроме этого, все время помогал молодым товарищам в вопросах оказания помощи раненым. Благодаря его работе спасена многим бойцам и командирам жизнь. За проявленное мастерство и стойкость в оказании медицинской помощи раненым в декабре 1942 года военврач 3-го ранга Иван Чебанов получил свой первый орден Красной Звезды. Вот как описывает события тех дней сам Иван Иванович в письме родным от 5 декабря 1942 года. «Работаю как вол по 3-4 суток не спавши. Живу надеждой на скорую встречу. У нас очень весело, и веселье пока благополучно проходит. Можешь видеть по газетам». Тяжелые бои продолжаются. Количество раненых увеличивается порой столь стремительно, что медсанбаты приходится разворачивать буквально за какие-то 2-3 часа. И спасение жизни во многом зависит от умелых рук фронтового хирурга. Вот лишь несколько случаев из операционной практики Ивана Чебанова, описанных в дивизионной газете «Вперед» в январе 1943 года. Красноармеец Порфирий Таранков в операционную был доставлен в крайне тяжелом состоянии, без пульса, обескровленный. Он был ранен несколькими осколками в живот и ноги. Вся брюшная полость была заполнена кровью. На правой доле печени кровоточила рана. Произвели переливание крови. После операции переливание крови повторили. Через несколько дней раненый уже был в хорошем состоянии, а через 1,5 недели его эвакуировали в полевой госпиталь. Сержант Михаил Плаксин поступил также почти без пульса. Он был ранен пулей в живот. Вскрыли брюшную полость. На тонких кишках было множество отверстий. Произвели операцию, неоднократное переливание крови. В настоящий момент состояние Плаксина вполне удовлетворительное. Автор газетной публикации, комиссар 134-го медсанбата капитан Арсеньев, отмечает, что товарищ Чебанов со своим небольшим штатом производил сложные операции, когда требовалось вскрытие брюшной полости, грудной клетки, обработка черепа и другое. Чебанов спас жизнь многим бойцам и командирам. К нему на пункт поступали и бойцы из соседних частей, и все они получали необходимую медицинскую помощь. Рассказ о самоотверженной работе хирурга Чебанова был перепечатан республиканской газетой «За Новый Север» 21 марта 1943 года. Родные, близкие, коллеги и пациенты с гордостью читали о награждении Ивана Ивановича орденом Красной Звезды. Иван Иванович много раз фотографировался на фронте. Он посылал эти фото жене и дочкам, чтобы хоть на фотографиях его увидели родные и близкие. В письме от 29 июня 1943 года читаем забавный рассказ о том, как он фотографировался с конем. Милый Олег, позавчера только что послал тебе с дочками письмо, а вчера принесли художественные фото моей морды, и я их все же вышлю. Фотография вроде моей, но ничего, другой нет.
Фотограф старался изо всех сил, применяя свое мастерство. Даже день и время дня выбирали, а место выбирали около часа. Мне уже надоело ходить от пня к пню и от забора к забору. То много слишком света, то темно. В моей обычной повседневной одежде и форме. Ты видишь, ведь я не люблю искусничать. Ты знаешь. Что потемнее, я старался сфотографировать часы на левой руке. Но, как видишь, ничего не получилось. Вторая с конем чужим, на котором я никогда не ездил и вообще верхом не ездил. Да, это и заметно. Даже поводья не догадался отвязать от кола. Это было высокое желание моего фотографа, чтобы сняться с конем. Я этого желания не имел. Да и во весь рост-то не вышел у него. Но ничего. Большего требовать нельзя. Мы договорились еще сфотографироваться, когда уже буду со всеми сумками. Противогазом, полевой сумкой, что почти всегда на себе. Только смочив одежду, то кладешь или вешаешь их рядом. Фуражка, тебе уже это знакомо. Я в такой же самой приехал. Правда, это поновее. Шерстяная гимнастерка, диагоналевые темно-синие брюки галифе, сапоги не вышли, погоны также, звездочек не видно. Фотограф говорит, в следующий раз он меня сфотографирует с крыши. Тогда, возможно, и погоны видны будут. Пистолет тоже не видно. Он больше находится сзади на поясе. Так удобнее носить. Клапаны карманов оттопырены и не разглажены, но это от переполнения бутылочками разными и прочей дрянью. Глаза совсем не видны. Я был почти зажмурившись, потому что стоял перед солнцем, и невозможно было смотреть. Как бы не было, а немного похож на себя. Как видишь, трезв и юн. Оля, я больше на фото похож на ординарца, какого-либо выхоленного офицера, чем сам на старшего офицера, правда? Зато хирург. Октябрь 1943 года. По замыслу Ставки Верховного Главного Командования войска 3-й и 4-й ударных армий должны были прорвать вражескую оборону и стремительным ударом захватить город Невель. Используя прилегающую к городу лесисто-болотистую местность с большим количеством озер, противник построил здесь сильную, глубоко эшелонированную оборону. Уничтожая один за другим опорные пункты противника на подступах к городу, наши войска к утру 7 октября освободили его и продолжали наступать. За проведение данной операции дивизии было присвоено наименование Невельской. С гордостью пишет об этом в ноябре 43-го своим родным в Сыктывкар военврач 134-го медико-санитарного батальона Иван Чебанов. «Жизнь идет на колесах. У нас моя часть стала Невельской называться. Ты об этом, Олег, наверное, читала в газетах центральных». Осенью 1943 года 28-я Невельская стрелковая дивизия в составе 3-й ударной армии участвует в боевых операциях на Прибалтийском фронте. Потери велики. Раненых солдат оперируют прямо на прифронтовой полосе. Врачи, фельдшера, медсестры работают по 2-3 суток без отдыха, не отходя от операционного стола и от коек раненых. Тяжело и физически, и морально. За проявленный героизм и самоотверженность в ноябре 1943 года майор Чебанов был награжден 2-м орденом Красной Звезды. Вот какую оценку дал Ивану Чебанову командир 134-го отдельного медико-санитарного батальона. Майор медслужбы Чебанов показал себя одним из лучших и способных хирургов. Он, не считаясь со временем, все силы и умения отдавал спасению жизни раненым бойцам и командирам. За время наступательных боев товарищ Чебанов, благодаря своему энергичному и умелому проведению операций, спас более 600 жизней раненым бойцам и командирам. Кроме того, товарищ Чебанов умело свой опыт передает другим хирургам, работающим под его руководством. Июль 1944 года. Идут тяжелые кровопролитные бои в Белоруссии. Обстрелы, бомбежки. В такой обстановке нахожусь 29 июня. И как видите, мои родные, пока еще жив. Нахожусь в 100 километрах от Риги. Не помню, когда раздевался. Переобулся сейчас только что. Это за 4 суток. Шли все время вперед. Последние 3 дня пока стоим. На днях, вероятно, снова вперед. Нахожусь от переднего края все время 3-5 километров, а временами до 1,5 километров. Часто бывает под перекрестным артогнем и авиацией. Сплю не каждые сутки, и то не более 2-3 часов. Нервная система настолько потрепана, что скоро, по-видимому, совсем невозможно ею станет управлять. Стоим в лесу, работаем в палатках. Работа напряженная во всех отношениях. Приходится во время операции с ранеными раза по 2-3 ложиться на землю. Пишу письмо, снаряды ложатся близко. Близко так, что вечно настроение поспать отпадает. Сентябрь 1944 года. 3-й год идет война.
Солдаты 28-й Невельской дивизии оказывают жестокое сопротивление врагу на Прибалтийском фронте. Поток раненых не иссякает, и врач Чебанов почти безостановочно проводит одну сложнейшую операцию за другой. Потом, много позже после войны, хирург Чебанов скажет, что не трудности, не постоянная опасность остались в его памяти, а то, что рядом работали люди, преданные своему делу, готовые в любой момент на подвиг. В приказе подразделения номер 276М от 27 сентября 1944 года сказано: за период наступательных боев в июле месяце сего года товарищ Чебанов произвел 122 сложных хирургических операций. Среди них по ранению в живот 24 человека, по ранению в грудь 19 человек. Товарищ Чебанов добился послеоперационной смертности в сравнении с данным общеармейской статистики на 16-24%. Работал по 2-3 суток без отдыха, не отходя от операционного стола и коек раненых. Он в максимальной степени использовал эффективные средства для спасения жизни раненому, переливание крови и кровезаменителей. В июле сего года перелито крови 60 литров и 40 литров кровезаменителей. Кроме того, товарищ Чебанов по своей инициативе произвел 12 операций раненым в живот в медсанбате 21-й гвардейской стрелковой дивизии. За наступательные бои на Прибалтийском фронте майор медицинской службы Чебанов получает орден Отечественной войны 2-й степени. Какой бы ни казалась бесконечной война, но 9 мая 1945 года прогремел победный салют. Военврач, хирург Иван Иванович Чебанов был демобилизован только 28 сентября 1946 года. Больше года он после окончания войны оставался на передовой, оперировал раненых в Одесской области. В 1947 году он возвращается в Визенку и приступает к работе в райбольнице. Через 2 года семья переехала в Сыктывкар. До 1953 года Иван Чебанов работал в хирургическом отделении республиканской больницы. Был одним из организаторов травматологического отделения, которое впоследствии возглавил, одновременно исполняя обязанности главного травматолога Коми АССР. Поэтому его коллеги считают, что травматология и ортопедия – это его детище. Созданию, усовершенствованию и расширению травматологической помощи он посвятил все годы своей работы в главной больнице республики. Одновременно преподавал хирургию в Сыктывкарском медицинском училище. Много сил и энергии отдал Иван Иванович развитию здравоохранения. Уделял внимание подготовке молодых врачей. Постоянное стремление передать накопленные знания, ровный характер и уместная шутка, простота в общении, принципиальность – все эти качества привлекали к нему молодежь, заставляли следовать его примеру. Как считал сам Иван Иванович, дело, которому ты служишь, должно иметь достойных преемников, ревностных продолжателей, постоянно жаждущих новых знаний. И доктор Чебанов щедро, требовательно и взыскательно уча молодых хирургов, всю жизнь стремился к этому. За успешную работу в послевоенные годы он был удостоен звания заслуженный врач Коми АССР, заслуженный врач РСФСР, награжден орденом Знак почета и орденом Ленина. В 1966 году его имя занесено в Книгу трудовой славы Коми АССР. В 1967 году решением исполкома Сыктывкарского городского совета депутатов трудящихся ему присвоено звание «Почетный гражданин города Сыктывкара». В 70-е годы он продолжал работать хирургом в республиканской больнице, консультировал в Сыктывкарской поликлинике номер 1. Великий труженик, редкий умелец своего дела, высокоэрудированный и опытный врач, чуткий и внимательный человек. Он заслуженно пользовался авторитетом в среде коллег и уважением пациентов. Иван Иванович Чебанов ушел из жизни 31 июля 1974 года. В последний путь заслуженного врача провожали сотни сыктывкарцев. Память о прекрасном враче и человеке увековечена в мемориальной доске на доме 43 по улице Ленина города Сыктывкара. Текст ее гласит: Чебанов Иван Иванович, заслуженный врач Коми АССР и РСФСР, почетный гражданин Сыктывкара. Жил в этом доме с 1955 по 1974 годы. Таким он был, врач из северной глубинки,
подполковник медицинской службы, заслуженный врач РСФСР и Коми АССР, почетный гражданин города Сыктывкара Иван Иванович Чебанов. Thank you.